ГКНБ вернул 4000 студентов из-за рубежа. Попали под раздачу. Санкции ЕС против таджикских банков. Лидеры Центральной Азии едут к Трампу. Власти Таджикистана вернули в страну более 4000 студентов под предлогом их возможного присоединения к террористическим организациям. Об этом сообщил председатель Государственного комитета национальной безопасности ГКНБ Саймумин Ятимов во время конференции в Душанбе. По его словам, эти молодые люди обучались за рубежом и находились под идеологическим воздействием экстремистских структур и религиозных образовательных учреждений, деятельность которых вызывает обеспокоенность таджикских спецслужб. В целях предупреждения присоединения к группировкам возвращены на родину более 4000 таджикских студентов, которые являлись объектом обработки террористических организаций и зарубежных религиозных образовательных учреждений, подчеркнул Ятимов. Следует заметить, что таджикский режим уже на протяжении 15 лет жестко контролирует религиозное образование молодых таджикистанцев. Все началось с того, что 2009 год был объявлен годом имама Абу Ханифы, и далее под предлогом сохранения ханафитского мазхаба в отношении студентов религиозных вузов, особенно зарубежных, начались репрессии. Постепенно в течение пары лет в стране были закрыты абсолютно все религиозные учебные заведения, кроме Исламского института в Душанбе, попавшего под строгий контроль властей. شما هم 28 نفر خدمتچان دولتی سونش معاش میگیرین سیاستی دولت باید بکنید بعضن چیزهای دیگر هم هست که یتیم حسین ستوری دولت و کمیته دین در یک جایی اینا قطعی درس علایده معلومات دین. С тех пор получение религиозного образования в Таджикистане разрешено только в официальных учебных заведениях и с согласия родителей. Единственным действующим учреждением такого типа остается Исламский институт в Душанбе, где обучается весьма ограниченное число студентов. В результате в стране ощущается острая нехватка кадров в этой сфере. Большая часть независимых религиозных деятелей и вообще религиозно образованных людей либо давно покинули страну, либо находятся в местах лишения свободы по сфабрикованным уголовным делам. Остальные же находятся под жестким контролем спецслужб. Наблюдатели отмечают, что одним из важнейших столпов внутренней политики режима Рахмона является недопущение религиозного возрождения, как это уже однажды произошло в 90-е годы. Судя по всему, даже с ожидаемым всеми уходом на покой Рахмона ничего в этом направлении не изменится, с учетом заявлений его преемника. Напомним, что в августе этого года мэр Душанбе и спикер Маджлиси Милли Рустами Эмомали на встрече с представителями правоохранительных органов и судебной системы столицы выразил обеспокоенность проблемой незаконного религиозного образования. 80% тех, кто прошел незаконное религиозное обучение, это молодежь до 30 лет, заявил тогда он. Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций против России ввел ограничения на транзакции с рядом банков Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Под санкции, в частности, попал филиал российского банка ВТБ в Казахстане, кыргызстанские банки Талубай и Евразийский сберегательный банк, таджикистанский Душанбе Сити банк, Спитамен и Коммерцбанк. Все три попавшие под санкции таджикских банка непосредственно связаны с семьей Рахмона. И вот эти три банка Таджикистана, они являются главными игроками в Таджикистане. Именно через Таджикистан проходил количество, скажем так, вот этих санкционных продуктов попадал в Россию. Электроника, там другие запчасти, которые нужны и России для дальнейшего ведения боевых действий. По данным открытых источников и Единого государственного реестра юридических лиц Таджикистана, основным владельцем Душанбе Сити банка является компания Avesta Group, которой принадлежит около 70% акций. Руководителем компании является Мирзо Мухаммад,
один из приближенных сына президента Рустами Эмомали. Владельцем ООО «Коммерцбанк Таджикистана» является компания «Фарос», принадлежащая Шамсулу Сахибову, который является зятем президента Таджикистана. Главным акционером Спитаменбанка является страховая компания Спитамен Сугурта. По данным источников, ранее этот банк также связывали с Джамалиддином Нуралиевым, экс-первым заместителем председателя Национального банка Таджикистана и еще одним зятем Рахмона. Хочу подчеркнуть, что вот это три банка, которые там упоминаются, они все принадлежат так или иным образом семье Эмомали Рахмона. Примечательно, что новые санкции были объявлены после недавнего официального визита российского президента в Таджикистан, где его встречали с показной пышностью, стремясь подчеркнуть особое отношение к России и лично Путину. Президент США Дональд Трамп пригласил лидеров Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана на саммит Центральной Азии США. Формат C5+1, Вашингтон. Встреча состоится 6 ноября. Это будет уже второй саммит в формате встречи глав государств. Первый проходил в 2023 году в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН, когда президентом США был Джо Байден. Если в 18-м 24 19 миллиардов долларов, в 25-м 35-м 110, 105 миллиардов долларов. 105 billion US dollars. 105 billion, that's not bad. That's worth a 5-minute meeting, right? You agree? С учетом совсем недавних встреч американского президента с центральноазиатскими лидерами на полях Генассамблеи ООН, аналитики объясняют активность Трампа в отношении стран региона в первую очередь интересам к ресурсам и полезным ископаемым, что полностью соответствует главному нарративу его президентства – возвращение Америки экономического могущества. 26 октября для подготовки саммита в регион должны были прибыть два высокопоставленных представителя американского Госдепа – Серджио Гор и Кристофер Ландау. Они обсудят вопросы, которые волнуют обе стороны. Как утверждают источники в Вашингтоне, на которые ссылается американская пресса, США продолжают усилия по обеспечению широкого доступа США к богатым запасам критически важных минеральных ресурсов Центральной Азии и сдерживают влияние России и Китая в регионе. В странах региона, в свою очередь, рассчитывают на американские инвестиции в критически важные отрасли экономики и более открытый доступ к технологиям, считает эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов. Регион интересен тем, что находится на стыке стран Европы и Азии. И в этом случае вот, в плане логистики транспортной, в плане, так сказать, транспортировки энергоресурсов очень регион выгоден внешним игрокам. Вместе с тем, Россия уже выразила протест против чрезмерной активности Трампа в Центральной Азии. Запад пытается использовать не столько для взаимовыгодного сотрудничества, сколько для отрыва этих стран от Российской Федерации. Вот такие тенденции мы будем всеми имеющимися возможностями, дипломатическими, политическими, экономическими, конечно, пресекать. Заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам пленарного заседания высокого уровня Третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности. Наблюдатели отмечают, что центральноазиатские лидеры выглядят в данной ситуации весьма комично, когда крупные державы борются за контроль над ними, как за колониями, лишенными суверенитета. Внимание Трампа добивается во всех 5 столицах, пусть и в разной степени. Ни один президент США еще не посещал Центральную Азию, и Трамп мог бы оказаться первым из них. Тем более, что приглашение из Казахстана и Узбекистана он получал. Но в Белом доме решили проблему прагматично – пригласить к себе всех вместе, избегая выделять, как сказано в одном известном фильме, любимую жену, иронизирует эксперт Аркадий Дубнов. Я поздравляю вас с такой глубокой выступлением сегодня утром на сессии Организации Объединенных Наций. Это было просто феноменально. По всем вопросам вы точки поставили. Я еще раз повторяю, вы как никто достойны Нобелевской премии. Мы это говорим и будем говорить.